Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 26 мая. Поздравления в честь юбилея. Сотрудники и ветераны КГБ награждены государственными наградами. Памяти выдающегося остинского поэта в Юго-Остинском госуниверситете прошла научная конференция. Акт о провозглашении государственной независимости. Как это было? Очевидцы событий делились воспоминаниями. Безопасность превыше всего. В день последнего звонка сотрудники МВД будут нести службу в усиленном режиме. В преддверии 25-летия со дня образования Комитета государственной безопасности сотрудники и ветераны КГБ награждены государственными наградами. Президент Анатолий Бибилов поздравил работников комитета, отметив их высокий профессионализм и важную роль в становлении молодого государства. Зарина Кочева с подробностями. В начале мероприятия председатель Комитета государственной безопасности Виктор Шаргаев поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с праздником, отметив, что на сегодняшний день Комитет государственной безопасности соответствует всем требованиям современной спецслужбы, в распоряжении которой имеется новейшее техническое оборудование, хорошо подготовленные профессиональные кадры, способные реагировать на любые угрозы безопасности. Пока мы не достигли предела совершенства, и нам есть еще начать работать. Разрешите мне в этот торжественный день поздравить всех военнослужащих Комитета государственной безопасности с 25-летним юбилеем образования. Поблагодарить всех вас за службу и пожелать дальнейших успехов в деле обеспечения безопасности наших государств. Хочу также высказать слова благодарности нашим ветеранам, которые внесли достойный вклад в дело становления национальной спецслужбы. Виктор Шаргаев подчеркнул, что сотрудники Комитета государственной безопасности наряду с другими защитниками Отечества всегда с достоинством отстаивали интересы страны. По результатам отражения грузинской агрессии ряд военнослужащих Комитета государственной безопасности были награждены государственными наградами. 6 из них являются кавалерами ордена Оца Мунга. Если кратко отметить итоги нашей работы, то это десятки предотвращенных терактов, более 30 расследованных уголовных дел по статье шпионаж, государственный измен, терроризм, более 10 разоблаченных и привлеченных к уголовной ответственности агентов иностранных спецслужб, сотни единиц изъятых из незаконного оборота оружия, в том числе высокоточного, десятки килограмм взрывчатых веществ, сотни задержанных нарушителей государственной границы. Уважаемые товарищи, заявляю, в итогах нашей работы могу уверенно констатировать, что на сегодняшний день Комитет государственной безопасности Республики соответствует всем требованиям современной спецслужбы. От имени директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова замначальника Департамента Федеральной службы Российской Федерации Александр Крикунов зачитал приветственный адрес. Уважаемый Виктор Алексеевич, от имени Федеральной службы безопасности Российской Федерации и себя лично поздравляю вас с 25-летием Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия. Вот уже четверть века сотрудники органов безопасности наших стран, следуя славным чекистским традициям и тесно взаимодействуют в интересах обеспечения органов безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Убеждены, что сложившееся конструктивное сотрудничество нашего ведомства будут развиваться и крепнуть на благо народов России и Южной Осетии. Сотрудников и ветеранов Комитета государственной безопасности поздравил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Президент отметил высокий профессионализм работников КГБ и их роль в становлении молодого государства. Со дня своего основания комитет выполняет важнейшие и крайне ответственные функции по защите от внешних и внутренних угроз и обеспечению национальной безопасности республики, которых неизменно отличают целеустремленность, стойкость и верность служебному долгу. Благодаря вашему профессионализму была предотвращена целая серия терактов. Руководство государства обеспечивалось полной информацией о проходящих вокруг и внутри Южной Осетии процессах. В августе 2008 года оперативный состав и сотрудники ОСОН участвовали в боях со Схимвалом. Многие из них награждены высшими военными наградами. Особо хочу подчеркнуть роль комитета в обеспечении внутриполитической безопасности в ходе выборов президента и 2011 года, и 2017 года.
Несмотря на имевшие место трудности и угрозы, мы смогли избежать гражданского противостояния. Это ваша заслуга. Сегодня Комитет государственной безопасности является эффективным инструментом в вопросах соблюдения законности экономической и финансовой сферах борьбы с коррупцией. Уважаемые друзья, уверен, что и впредь вы будете добросовестно исполнять свой профессиональный долг, что, несомненно, станет залогом процветания Республики Южная Осетия. Уверен и убежден, что принцип чекиста «чистые руки», горячее сердце и холодная голова присущи всем, и эти традиции, заложенные вашими предками, вашими предшественниками, вы достойно будете продолжать. Сотрудники и ветераны Комитета госбезопасности были награждены государственными наградами. В их числе первый председатель Комитета государственной безопасности Леонид Тибилов и нынешний председатель комитета Виктор Шаргаев. Заместителю председателя Комитета госбезопасности Василию Гулиеву присвоено очередное воинское звание. Присвоить очередное воинское звание генерал-майор полковнику Гулиеву Василию Токразовичу. Наиболее отличившиеся представители Комитета государственной безопасности были награждены и ведомственными наградами. В завершении мероприятия для сотрудников Комитета государственной безопасности и гостей был организован концерт с участием государственного ансамбля песни и танца «Симт». Зарина Кочева, Альдина Чехоева, Арнольд Харибов. Информационный выпуск сегодня. Указом президента от должности председателя Комитета промышленности, транспорта и энергетики освобожден Дзасеев Василий Сергеевич. На эту должность назначен Бекоев Геннадий Борисович. В преддверии значимой для новейшей истории нашей республики даты акта о провозглашении государственной независимости, очевидцы тех событий вспоминали, как это было. Участники сегодняшнего круглого стола отметили, что 29 мая 1992 года было принято судьбоносное для Южной Осетии решение, без которого Россия бы нас не признала. Было сказано и о необходимости издания книги, в которой своими воспоминаниями делятся очевидцы и участники тех событий. Репортаж Розы Тедеевой. В 90-е годы принимались решения, которые, как показала впоследствии история, были единственно верными. В числе этих судьбоносных решений – акт о провозглашении государственной независимости. В условиях открытых военных действий решение о создании республики диктовало само время. До принятия акта уже состоялся референдум, однако вскоре было принято решение провозгласить независимость. Эти документы, даже в отдельности, не говоря об остальных нормативных актах, говорят абсолютно четко о рождении нового государства. А то, что Грузия желала воспользоваться политическим хаосом и аннексировать территории ни исторически, ни по факту ей не принадлежащие, не означало, что у осетин нет права на независимость. И провозглашение акта независимости, как важный шаг правового оформления своей независимости на фоне активных военных действий Грузии, только подтверждает правоту и справедливость действий Южной Осетии. Очевидец и непосредственный участник событий 25-летней давности Юрий Дзицойтов вспоминает, провести референдум было очень сложно. С одной стороны военные действия, отсутствие элементарных условий, а с другой, даже в самой Южной Осетии были противники этой идеи. Что произошло? Они поняли, что мы можем провести референдум, очень успешно его можем провести. И когда мы объявили о том, что после развала Советского Союза проводим свой референдум, референдум Республики Южная Осетия, они пришли в ужас. Повторяю, света нет, возможности отпечатать бюллетени просто элементарно нет. Издать газету с округами, это важно, это надо было делать. У нас такой возможности нет. И они стали напирать. А я возглавлял комиссию, причем, обратите внимание, комиссию не надо было делать. У нас был ЦИК. ЦИК во главе с известным деятелем, не хочу его популяризировать сейчас, категорически отказался проводить референдум. И мы вынуждены были создать новую комиссию по проведению референдума. И она дважды работала. Я вам хочу сказать,
о подъеме, который был в народе, да. То есть, казалось бы, вся ситуация их прижимала к земле, но тем не менее никто себя не чувствовал раздавленным. Верховный Совет работал круглыми сутками, порой под обстрелами. Но по словам депутата Верховного Совета Геннадия Кукоева, если бы Верховный Совет в 1992 году не принял те судьбоносные решения, то в 2008 году Российской Федерации нечего было бы признавать. Смысл вообще-то провозглашения независимости, особенно после экзекуции. Это была экзекуция, именно устрашение 20 мая, расстрел на Азовской дороге. Это был четко ясный сигнал южным осетинам. Вот что с вами будет. Ну и мотивация у осетин тогда была самой такой древней, наверное, да, и самой логичной. Libertà o muerte, да, так говорят, победа или свобода или смерть. Вот, и именно поэтому, если бы тогда народ Южной Осетии, Верховный Совет проявил какую-то трусливую покорность, например, да, пошел бы на поводу у тех, кто на той пятой колонне, то сегодня наверняка мы здесь бы не сидели. Сегодня, по мнению участников круглого стола, необходимо расставить приоритеты и больше значения придать таким датам, как 29 мая. Сегодня большинство населения считает самым главным праздником 20 сентября. Очень важно пропагандировать такие значимые даты через средства массовой информации, ведь зачастую многие даже не знают, какое событие отмечается 29 мая. Более того, по мнению участников круглого стола, необходимо издать воспоминания очевидцев и участников тех событий. Республику создавал народ, и сегодня общество должно принимать самое активное участие в строительстве государства, а правительство должно быть открытым, считают эксперты. В конце круглого стола студентка Юго-Осетинского государственного университета Альбина Джоева представила доклад, где напомнила присутствующим события конца 80-х, начала 90-х. Роза Тедеева, Ида Кочева, информационный выпуск сегодня. Сегодня в Юго-Осетинском госуниверситете вспоминали выдающегося осетинского ученого Шамиля Джиккаева. В этом году ему исполнилось бы 77 лет. Много теплых слов было сказано о поэте, который работал на благо Родины, старался сохранить и развивать осетинский язык. О жизни и творчестве Шамиля Джиккаева были зачитаны доклады. В работе конференции приняла участие Эльвира Тибилова. В Юго-Осетинском государственном университете имени Александра Тибилова состоялась научная конференция памяти выдающегося осетинского поэта, драматурга, ученого и общественного деятеля Шамиля Джиккаева. На мероприятии были приглашены представители правительства, интеллигенции, работники библиотек, преподаватели вуза и средних школ, студенты и почитатели творчества поэта. Организаторами научной конференции выступили ректорат и кафедра осетинской литературы. Заведующий кафедрой осетинской литературы профессор Кацырблеев рассказал о жизни и творчестве пути поэта. Он глубоко переживал развал Советского Союза и те события, которые последовали за этим. Мы не уберегли его, и сегодня приходится мириться с этой утратой. 25 февраля Шамилю Джиккаеву исполнилось бы 77 лет. Его жизнь трагически оборвалась в 2011 году. Ректор университета Вадим Тедеев отметил, что его гибель с болью отозвалась в сердцах его соотечественников. Он также обозначил, что планируется создать музей его имени. В этом году мы перейдем в новое здание. Планируем открыть музей Шамиля Джиккаева. Имеются материалы, но если у кого-то есть новые материалы, просим ими поделиться. Шамиль Джиккаев был безмерно предан родному народу и стране. Он мечтал дожить до того дня, когда Осетия станет единой. В тяжелые времена он был рядом с народом Южной Осетии. Принимал близко к сердцу трагические события нашего народа, отметил председатель правительства Республики Южная Осетия государства Алания Эрик Пухаев. О Шамиле Джиккаеве много можно говорить. Он переживал за судьбу Осетии. Хочу выразить благодарность кафедре осетинской литературы и студентам за память и уважение к поэту. Поэта и общественного деятеля вспоминали его друзья и коллеги. Шамиль Джиккаев был не только ученым, но и обладателем прекрасной литературной речи, а его сонеты обогатили осетинскую поэзию, отметил сопредседатель Союза писателей Осетии, поэт Мелитон Казиев. Шамиль Джиккаев всю жизнь работал над тем, чтобы сохранить и развивать осетинский язык. Доцент кафедры осетинской литературы университета Алла Бязрова рассмотрела тему жизни и смерти в творчестве Шамиля Джиккаева. Произведения Шамиля Джиккаева занесены в школьную программу старших классов. Несколько произведений поэта зачитали студенты факультета осетинской филологии.
Эльвира Тебилова, Азиз Бакаев. Информационный выпуск сегодня. Ежегодно в преддверии последнего звонка УВД города Цхинвал напоминает выпускникам школ о запрете садиться за руль. Практика предыдущих лет показала, что большой процент транспортных происшествий приходится на этот день. В целях безопасности учащихся МВД республики предпринимает определенные меры. Подключая родителей учащихся, не снимается ответственность и с преподавателей школ. Последний звонок, который пройдет 27-го, будут задействованы от Министерства внутренних дел около 350 сотрудников, которые будут обеспечивать охрану общественного порядка. В 19:00 также пройдет праздник, который тоже посвящен, этот концерт, пройдет концерт в 19:00. Он будет проходить в Пионерском парке. Дороги будут перекрыты. Улица Пушкина будет перекрыта от улицы Сталина до улицы Алана Джоева. А также улица Алана Джоева будет перекрыта от улицы Пушкина до улицы Таболова. Так что обращаюсь к водителям, что в это время, в 19:00, когда будет проходить, чтобы будет проходить концерт, значит, движение по этим двум улицам будут перекрыты и будет запрещено. Обращаюсь еще и к выпускникам и обращаюсь к родителям выпускников, чтобы в тот день, 27-го, не давали свои машины управлять транспортным средством, а то государственная автоинспекция будет задерживать и будут машины выставляться на штрафплощадку. Цель предупредительных мер заключается в том, чтобы праздник отмечался скромно. Чтобы предотвратить распивание спиртных напитков, запрещено отмечать этот день в кафе и ресторанах. Участковые инспекторы также провели разъяснительные беседы во всех школах республики. В данный момент мы не располагаем информацией, что та или другая школа, выпускники той или другой школы где-то собираются стихийно посидеть в кафе или в ресторане. Заблаговременно участковыми инспекторами УВД города Цхинвал была проведена определенная работа, были предупреждены письменно все администрации вот этих заведений, кафе, ресторанов, чтобы они не предоставили на круглые сутки, чтобы там сидели несовершеннолетние дети. Так что они предупреждены, и мы в данный момент не располагаем информацией, да и из школ не поступила такая информация, что где-то какая-то школа собираются провести время, то есть никаких застолий не намечается. Ставшая традиционной церемония награждения участников школьных олимпиад состоялась сегодня в Министерстве образования. Республиканский этап олимпиады проходил по 9 предметам среди учеников 9-11 классов. По результатам отборочных туров до олимпиады допущены 405 учащихся. Призерами стали 86 учеников, что на 12 больше, чем в прошлом году. Дипломами 3-й степени были награждены 57 учащихся. Дипломы 2-й степени получили 16 учеников, и обладателями диплома 1-й степени стали 13 школьников. Дипломом призера 3-й степени по физике награждается Лилия Георгиевна, 11 класс, 2-я школа. Единственное, что нас огорчает, то, что не все школы представлены в качестве сегодня победителей, да, ребят? Понимаю, что олимпиада бывает не для всех, а, скажем так, для тех, кто своим упорством, трудом доказал покорение, возможность покорения определенных вершин. Но мы бы хотели, я думаю, выражу мнение всего министерства, сегодня будут представлены и другие школы. Мы надеемся, что это будет в скором будущем, потому что мы тихо-тихо, но тем не менее осваиваем просторы науки. Вам, ребята, хочу пожелать еще раз успехов, удачи, учителям терпения. Терпение, желание работать и понимание, что результаты наших детей – это наши с вами результаты. Их победы – это наши победы. Если у нас будет такое отношение к тому, что мы делаем, то мы сегодня, может быть, могли бы увидеть полный зал. Информационный выпуск продолжают новости спорта.
Цхинвальский спортсмен Валерий Татаев стал победителем первенства России по боксу. Валерий боксировал в весовой категории до 76 килограмм. Он провел 4 боя и во всех одержал уверенные победы. Надо отметить, Валерий боксом занимается всего 1,5 года. Подготовили его тренеры Виталий Сланов, Владимир Сланов и Алик Тедеев. Перед первенством России он выиграл СКФУ, Северокавказский округ. Выиграл досрочно все бои, 3 боя провел. Вот. И тем самым попал на первенство России, где участвовал вот недавно совершенно. Значит, провел он там 4 боя. Все бои выиграл убедительно, уверенно. Несмотря на то, что у него мало опыта, всего 12 боев. У соперников по 40, по 50 боев. Вот в сравнении то, что вот он недостаточно опытный, проявил характер, волю, мужество. И все бои убедительно выиграл. Тем самым он попал в основную команду сборной России. И сейчас он пройдет поэтапную подготовку к первенству Европы, проходит первым номером. Паралимпийцы школы легкой атлетики вернулись на родину с призовыми местами. Соревнования проходили в Смоленске. Подробности в нашем материале. И снова на родину с победой. Медали всех степеней привезли из города Смоленск паралимпийцы школы легкой атлетики. Для легкоатлетов первенство и чемпионат России – самые престижные соревнования. На этот раз количество спортсменов превысило 400 человек. Более 48 регионов России прислали своих лучших спортсменов. Но все же у Вадима Кобесова в дистанции 1500 метров не оказалось равных. Итог – золотая медаль. Конечно, было трудно и волнительно, но я справился. Такого количества спортсменов я еще не видел. Буду и дальше прилагать все усилия для того, чтобы достичь лучших результатов. Помимо золотой медали в копилке наград Вадима Кобесова и 3 бронзовые медали в дистанции 400 и 200 метров. Тренер Вадима Игорь Цахилов доволен результатами своего подопечного. Федерацию легкой атлетики России не допускают на международные соревнования, на Европу, чемпионат мира и Олимпийские игры. Мы ждем этого решения, которое говорят, что будет оглашение в начале сентября. И будем готовиться. Есть еще другие версии. Айвас есть фирма. Это Айвас, которая предлагает свои соревнования, но тоже под вопросом, допустят или нет. И будем готовиться дальше. Значит, Кобесов и тот же Бибилов, они не показали свои лучшие результаты. Значит, у них еще все впереди. И будем готовиться к сезону, когда нас допустят к международным соревнованиям. В далеком 2003 году начал свою спортивную карьеру и Дмитрий Бибилов. Все началось с гиревого спорта. Дальше метание копья, диска и ядра. На счету у Дмитрия много побед, в том числе и на международных соревнованиях. Много лет он выступал за сборную Северной Осетии, но сейчас вернулся на родину. И хотя 2 месяца назад перенес сложную операцию руки, стал бронзовым чемпионом первенства России. Конечно, обидно было проиграть сопернику, ведь всего 15 сантиметров отделили меня от победы. Но и серебряная медаль – очень серьезная награда. Спасибо Игорю Цахилову, ведь если бы не он, мое участие в соревнованиях было бы невозможно. Поездка в Смоленск состоялась благодаря финансовой поддержке Комитета по молодежной политике, спорту и туризму, также личной поддержке президента легкой атлетики Руслана Якаева. Марьяна Чочиева, Регина Черткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 27 мая. В Знаурском районе республики завтра, 27 мая, переменная облачность, дождь. Днем температура воздуха плюс 16, ночью плюс 9. В Цавском районе переменная облачность, дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 8. В городе Квайса также переменная облачность, дождь. Днем плюс 14, ночью 7 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность, дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 11. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, дождь, днем плюс 17, ночью плюс 10.
В понедельник республика отмечает 25-ю годовщину принятия Акта независимости Южной Осетии. Согласно календарю праздничных дат, этот день является выходным. Таким образом, в республике 3 выходных дня – суббота, воскресенье и понедельник. Ну а завтра по всей республике прозвенит последний звонок. Съемочные группы ГТРК ИР будут присутствовать на всех торжественных линейках, как в Цхинвале, так и в районах. Смотрите наш информационный выпуск, как обычно, в 6 вечера завтра. Всего вам доброго и до свидания.